как тут пригласить кого-то? Нашла. Когда человек заходит, по-моему. Здравствуйте. Здравствуйте. Ага, хорошо слышно? Да, хорошо. А Ага. меня? Ага, вас тоже очень хорошо слышно. Надеюсь, все слышно для наших читателей. Ага. Ну, тогда давайте начнем, да? Давайте сразу начнем. Ага. Ну, еще раз добрый день, уважаемые зрители нашего прямого эфира. Сегодня с нами будет проведен прямой эфир совместно с заведующей Республиканской библиотеки для слепых Скычкиной Галиной Михайловной. Ага, и все, наверное, уже знают, да, что вчера у нас, 15 октября, был Международный день белой трости. Международное сообщество обозначило на календарях немало знаменательных дат, и в их числе Международный день белой трости. Это не просто праздник, это своеобразный знак беды, напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями и о помощи и солидарности. Вот. Я немножко оглашу цифры. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире поражены слепотой 35 миллионов человек. 1,5 миллиарда человек живут с той или иной формой нарушения зрения. И при этом около 65% всех людей, страдающих от нарушения зрения, это люди в возрасте от 50 лет и старше. Галина Михайловна, это правда, да? Ну, если статистика показывает так, то правда. Ага, хорошо, спасибо. И эта возрастная группа составляет 20% населения мира. Угу. Ага, итак, давайте начнем с наших вопросов. Да? Галина Михайловна, для начала, пожалуйста, представьтесь нашим слушателям и расскажите, пожалуйста, немножко нам о своей работе и как давно вы работаете в Республиканской библиотеке для слепых. Ну, всем здравствуйте еще раз. Меня зовут Галина. Работаю в этой библиотеке уже с 2013 года. Но у меня были перерывы, сидела 2 раза по уходу за ребенком. И вот недавно, как сказать, в прошлом году в декабре вышла на работу вновь. Так, о своей работе рассказываю сразу, да? Давайте сразу расскажите, как это вообще работать с людьми ОВЗ, в особенности с теми, кто совсем не видит или частично плохо видит. Ну, для Как меня сложно. уже? Да, ага. Не сложно. Я очень люблю свою работу, можно так сказать. Библиотека охватывает всю республику. Но некоторые северные улусы мы пока с ними не работаем. Там мало населения, поэтому. Так, и за прошлый год у нас более 2000 пользователей.
Вот мой отдел обслуживания осуществляет информационно-библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями зрения всех возрастных групп. Также мы обслуживаем людей других категорий инвалидности, также их семей, заболевания которых препятствуют пользованию общедоступными библиотеками. Книги, которые мы читаем, зрячие плоскопечатные книги, если то могут стать нашими читателями, а также физических и юридических лиц, профессионально занимающихся с инвалидами и инвалидностью. Ну, в библиотеке на протяжении много лет используются такие формы работы, которые дают незрячим пользователям возможность не только получить информацию, но и самоутвердиться, проявить инициативу, осознать свою полезность. Такими являются клубы по интересам при библиотеке. Мы уделяем большое внимание в разработке любых форм массовых мероприятий, которые углубляют в первую очередь интерес к книгам. Спасибо. А хотелось еще уточнить вот по работе по всей республике, да? Вот, например, как читатель, живущий в Улусе, может получить ту или иную книгу? Мы осуществляем через почту, бесплатно отправляем через почту книги. Сначала обрабатываем запрос и отправляем по почте. Вот наши читатели пользуются говорящей книгой. Система Брайля все равно остается самой востребованной и нужной для абсолютно слепых людей. И мы ежегодно проводим конкурсы чтения письма по системе Брайля на якутском и на русских языках. На якутском языке ежегодно проходит в феврале месяце, ко дню родного языка и письменности. На русском языке вот в декаде месячники «Белая трость». В этом году у нас, к сожалению, не будет, но в связи с пандемией, да, будут другие конкурсы и мероприятия. Вот эти конкурсы все проходят под эгидой Центра чтения по системе Брайля. Я, может, покажу потом. Да, очень хорошо. Если будет такая возможность, то мы будем очень рады. Вот. Большое. Пользуясь моментом, хочу сказать нашим зрителям, если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, не стесняйтесь и задавайте в чате. И вот еще один вопрос, да. Как вообще можно стать вашим читателем? Например, жителю города Якутска, да, и жителям вот Улуса. Что для этого нужно сделать? Ну, как я ранее говорила, если вы инвалид по зрению или другой категории инвалидности, если затрудняетесь чтению обычных плоскопечатных книг, если вы специалист, который работаете с инвалидностью, то смело можете к нам обратиться, записаться. Мы сейчас работаем по предварительной записи. И так, сейчас вы удаленно можете стать нашим читателем, тем более у нас есть сейчас мобильное приложение аудиокниги РБС. Вы, наверное, знаете, где вы, скачав у себя на телефоне это приложение, можете слушать якутские книги, которые выпустила наша звукозаписывающая студия, где озвучивают профессиональные дикторы, артисты сахатеатра. Для этого вы сначала звоните по телефону 40 39 80. Может, девочки, вы напишите, здесь в комментариях можно прикрепить, да? Да. Все контактные номера. Принимаем по предварительной записи. Получаете у нас логин и пароль для входа в мобильное приложение, или напишите нам в WhatsApp, тоже по номеру 8 914 2 700
266, и мы подробно объясним, как получить логин и пароль, как скачать эти приложения. Это очень хорошо. Можете смело рекомендовать своим бабушкам, дедушкам. Да, это очень супер. Особенно вот людям в возрасте это было бы замечательно. Особенно вот этот непростой период, когда не все могут ходить, свободно посещать библиотеку. Скажите, пожалуйста, а вот эти книги, вот озвучивают книгу классику или современную художественную литературу они тоже читают? Да. Тоже, да? Всё. Ага, ага. Что очень даже хорошо. Угу. Вот, тем не менее, у меня уже следующий вопрос. Вообще, как пандемия повлияла на вашу работу? Если раньше, наверное, к вам читатели вот приходили, да? Ходили в библиотеку, ну вот кто самостоятельно, кто с кем-то из родственников, с друзьями, да, то и сейчас как вы работаете? Трудно ли вам? Вы как-то уже приспособились, и вам нравится вот так работать? Ну, этот год внес, конечно, много изменений для всех, да, во все сферы нашей жизни даже. Конечно, пандемия коснулась и нас. Начиная с конца марта месяца наша библиотека была вынуждена уйти на дистанционную форму работы. В связи с этим весь наш план мероприятий был сверстан по новой. В большинстве своем мы все перешли в онлайн-формат. Если бы такое произошло еще лет 10 назад, то не знаю, что бы с нами случилось. Благодаря вот, да, цифровым технологиям сейчас более-менее, да, новые рельсы онлайн-работы идут. Одним из наших успешных проектов во время пандемии, можно сказать, специальную WhatsApp-группу «Досуг РБС». Туда мы каждый день отправляем аудиофайлы, которые сотрудники нашей библиотеки сами записывают на диктофон и каждый день отправляют на вот WhatsApp-группу. Короткие мистические рассказы или свежие новости. Но в нем есть один минус. Там у нас есть люди, которые старшего поколения. У них нету интернета, да, вот. телефона, который поддерживает вот WhatsApp Messenger. Для них был создан специальный проект «Индивидуальные громкие читки». Здесь тоже библиотекарь-чтец каждый день созванивается с нашими пожилыми читателями, тоже рассказывает свежие новости или запрос от читателя, что она хочет услышать, или она. Вот этот проект тоже стал очень эффективным, всем очень нравится, ведутся учеты работы, да, также. Так, и массовые мероприятия, если сказать, то первое наше мероприятие прошло в конце марта. И с тех пор в рамках библиотечного клуба «Интересные встречи» у нас состоялось первое мероприятие с писателем Дмитрием Наумовым в прямом эфире, вот как мы в Инстаграме было. Очень хорошо прошло, и с тех пор мы провели во время пандемии очень много прямых эфиров с детскими психологами, с юристом и так далее. И за все время перехода на дистанционную форму работы мы использовали все у нас возможные, активизировали практически все наши социальные сети: Инстаграм, Одноклассники, YouTube-канал, видеосвязь Zoom, и так далее. Провели вот во время пандемии более 100 мероприятий. Хорошо. Вот, не отходя, да, хочу спросить, а вот вы, если читать, у которого нет интернета, понятно, да, вот если вдруг пожилой человек, он совсем не умеет пользоваться современными технологиями, обучаете ли вы их хотя бы вот самым простым азам, как нажать, как зарегистрироваться
и как это вот послушать? Да, конечно, мы можем. Если запрос придет, мы обязательно консультируем, М, как это делается. Но в основном у нас не поддерживает WhatsApp. У Ага. людей пожилого возраста не поддерживает обычные кнопочные телефоны. Да, Вот кто-то недавно, ага, еще, да? 1 октября, вот ко дню пожилых людей, мы провели игру интеллектуальную «Что, где, когда». Мгм. И мы позвонили через телефонную связь, конференц-связь сделали. По 5 человек подключили и сделали 2 команды. М. Им это очень понравилось и сказали даже, давайте такие ну, игры или мероприятия делать каждую неделю для них. Ну, мы стараемся, конечно, и а, будем это делать, конечно, но не каждую неделю. Ну да, ну хотя бы раз в месяц, то это было бы вообще супер замечательно. Мгм. Вот, спасибо за ответ. Мгм. И еще хочу спросить, что вот вы проводите в библиотеке вот в период акции «Белая трость», начиная вот с 15 октября по 13 ноября? Что у вас проводится не только для взрослых, да, для пожилых, но и для детей и подростков? Мгм. Ну, вчера у нас состоялось первое мероприятие, открытие акции месячника «Белая трость». Провели через платформу Zoom. Присутствовал с управления соцзащиты населения города Якутска руководитель Матвеев Семен Иванович и председатель Якутской городской организации ВОЗ Николай Михайлович Спиридонов и директор библиотеки Альталина Семеновна. Мгм. Также были члены ВОЗ, наши читатели. Где-то 30 человек присутствовало, задавали интересующие вопросы. Ну, прошло Мгм. положительно прошло вчера. И так, у нас еще что планируется? 22 на этой неделе, 22 октября, пройдут итоги всероссийского конкурса чтецов «Егоровские чтения». Егоровские чтения проводятся у нас ежегодно. В этом году впервые сделали всероссийской. У нас поступили уже работы из Хакасии, Владивосток, даже Казахстан отправил вчера международного масштаба, можно сказать, конкурс. Итоги пройдут 22-го. Это у нас проходит, мы объявили конкурс в апреле. В апреле уже получаем работы конкурсные. Уже сейчас, по-моему, более 60 работ поступило. Угу. Так, и 29 октября на той неделе, да, проведем интервью о профессии школьный библиотекарь. Здесь у нас прямой эфир через Инстаграм. Встретимся с библиотекарями Республиканской школы для слепых с Мгм. Лидией Платоновной и Валентиной Захаровой. Очень Ну, интересно. да, очень интересно. Так, и для молодежи, да, 5 Да. ноября есть много талантливой молодежи, и с ними будет фан-встреча, тоже О, на платформе Zoom. Всех приглашаем, ссылку тоже отправим на этой неделе, наверное. да. Возможно, вход все могут зайти, всем Да, желающим. все желающие могут посетить. Там, по-моему, где-то до 100 человек, по-моему, спокойно могут посетить. И, пользуясь моментом, хочу еще раз пожелать добрый день нашим слушателям, которые совсем недавно к нам присоединились. У нас сегодня ведется прямой эфир с заведующей Республиканской библиотеки для слепых Скычкиной Галиной Михайловной. И если у кого-то, пожалуйста, не стесняйтесь, спрашивайте, да, и вот уже вижу первый вопрос. Кто будет на фан-встрече, спрашивают. Кто будет на фан-встрече?
Будет у нас Мичель Моисеев. Это О, певец. Сейчас вы знаете, наверное, вы все уже видели, где он с братом Кайданом поет для матери. да, Им вы еще Лунред. давали на Ее Мичель. да? А, Или я где в других новостях видела. Да, замечательно. ага. Да? Вот они будут. А, А Елана Степанова, вот мы с ней пока еще не вышли на связь, потому что она в Москве. Надеемся, что она присоединится все же. Она очень отзывчивый ребенок, всегда в наших мероприятиях участвует. Мгм. Ну мгм. и многие другие. Узнаете, когда будете на фан-встрече. Да. Дорогие зрители, можете смело подписываться на страницу РБС с черточкой снизу ЕКТ, и там у них на странице все уже выложено, да, ближайшие анонсы, ближайшие даты, что во время этого месячника у них будет, ну, помимо месячника, у наших коллег очень интересная страница, у них ведутся очень интересные мероприятия, прямые эфиры, так что подписывайтесь и будьте в курсе. Ага, Вот. спасибо. Ну, еще продолжим. У меня несколько мероприятий осталось, да, Мгм. озвучить. 10 ноября выйдет видеосюжет Тифлопрофессии про людей, работающих со специалистами и слабовидящими людьми. Ну, мы узнаем, кто такой тифлопедагог, тифлокомментатор. Они расскажут об особенностях профессии, обучении важных качеств. Это выйдет как видеоролик, видеосюжет на нашем официальном сайте. Также 12 ноября приглашаем принять участие в конкурсе на адаптивных устройствах. Мгм. Так, и 13 уже закрытие тоже через Zoom будет. Мгм. И Мгм. я вижу вопрос, да? Как можно стать волонтером РБС, спрашивают. Ну, Очень хороший вопрос. У нас есть проект «Доброта в библиотечном пространстве». Можете смело через наш официальный сайт написать заявку, и вы уже станете нашим волонтером. мгм. Свяжемся с вами. Ну, контактные номера все оставите на Да, заявке. как просто? Просто оставить заявку и Ник стать вот фонда. волонтером своей воли, да. Мгм. Ага. Да. Вот. А еще Кстати, спрашивают у нас. очень Ага. хороший Еще, вопрос. да. Сколько книг Вот, фонда? да, фонда. Так, я вчера готовилась и спросила так, 142 тысячи, по-моему, что-то там, О, тысяч книг, это получается экземпляров. Мгм. и Брайли, и обычные книги тоже, да? Да, да. Ну, все книги все. А Ага. все. И так, которые наш отдел выпускает, сколько там, более 6 тысяч книг, которые мы сами издаем Угу. на всех носителях книг. Угу. Спасибо большое. Так, мгм. Так, у меня еще есть один вопрос, да? А что вы можете вот сейчас на данный момент предложить вашим читателям, детям и именно вот подросткам, молодежи? Мгм. Детям, так, у нас есть детский центр, она работает у нас с 2011 года. Там проходят разные творческие мастерские, разного рода консультации, приглашаем специалистов, психологов и так далее. Да. Работаем с родителями очень тесно, у нас очень активные и творческие родители. Так, сейчас мы как раз делаем творческая мастерская, как называется, «Радуга творчества». «Радуга творчества». И там мы делаем сейчас удаленно. Родители наши делают фигурки из Угу. сказки «Куланик». Это
автор незрячая сказочница Любовь Гаврилевна Олесова, Топталана, вы знаете, наверное. И сказка «Куланик» делает персонажи из фетра. И в конце мы сделаем анимацию. И дети будут сами озвучивать эту анимацию. Мгм. Очень тесно работаем с родителями. Ага. Ну, и с молодежью у нас они сами, ну, когда пандемия еще не была, всегда приходили сюда, встречались, говорили о книгах, диспуты разные делали. Мгм. А во время пандемии тоже через прямые эфиры, через Zoom мы делали диспут тоже и пригласили блогеров, книжных блогеров, именно книжных, и рассказали и рекомендовали, какие книги прочесть, чтобы во время пандемии Да, то есть, мотивационные или про здоровье. да. Ага. Вот. У меня еще есть такой вопрос, да? Учите ли вы своих читателей, вот детей, подростков, и не только, да, шрифту Брайля? И как вот ведется работа с родителями вот именно в период обучения? Ну, шрифту Брайля мы детей не учим, это учат в школе. Такой, Работа тифлопедагога, да? Мы это не делаем, мы можем наверное, поздно, те вот не пожилые. мы, а специальный обучает по системе Брайля. У нас в центре чтения по системе Брайля поздно ослепших Да. Николай Михайлович. Мгм. Это председатель ЕКОВОЗ. Но это тоже по запросу. Если сам человек желает поздно ослепший, хочет прочесть книгу, то может нам подать заявку тоже. Мгм. Мы можем учить. А детей нет, детей нет. Да, детей уже учат в школе. Мгм. У нас в фонде есть тактильные книги для детей. Где-то 40 книг у нас уже специально разработанные для незрячих и слабовидящих детей. Можете, да, нам показать как пример, как обзор вот данной книги, если у вас есть Тактильные такая. книги. Ага. Так, они все там находятся. Где? Сейчас посмотрим-ка. Пойдемте, Да, да? У нас уже... да. Ну вот, а пока нам ищут книжку, еще раз повторюсь, пожалуйста, задавайте вопросы, не стесняйтесь. Мы с Галиной Михайловной постараемся на них ответить. Давайте я сначала покажу наш электронный читальный зал. Угу. Так. Это у нас информационный киоск. Угу. Угу. Ой, как у вас красиво. Это макеты. Архитектурный макет башни Якутского острога, башня Угу. Тыгына. Это делали ваши читатели, да? Да, это делала Светлана Дмитриевна Писарева. Она давно с нами сотрудничает. Так, здесь даже можно открыть и все потрогать. Так, якутский балаган тоже, как в оригинале. Слушайте, это вообще... Угу. Даже вот коровушки. Так, кафедра. Здесь принимают читателей. Электронный читальный зал. Почему? Потому что вот есть у нас оборудование для слабовидящих. Электронная лупа Топаз.
Обычно здесь, когда работала читальный зал, приходили и читали газеты, журналы. Здесь можно регулировать поближе, подальше. Можно свет менять. Здесь электронная база данных, которые мы записываем для читателей в формате LKF книжки. Так. И тактильные книги. Нет, Светлячок, кого-то нравится. Ага, оголовым, пожалуйста. Так, сейчас нам принесут тактильные книги. Она в дальнем кабинете, поэтому... И заходим в центр чтения по системе Брайля. Здесь не обращайте внимания на коробки. Да, это рабочий. Работа по фонду идет, поэтому книжки некоторые разложили по коробкам. Здесь у нас выставка, посвященная Ивану Горному. Так, ну и все, наверное, пойдемте смотреть тактильные книги. А есть бля, Андра коробка ербалдырды. Андреа улхар. Ага, оны қалай? Акиоға балдыр. Түгек паска. Ну, давайте сейчас пойдем посмотрим. Так, постоянно действующая выставка. Пользуясь случаем, дорогие зрители, у нас вот выпала такая возможность, виртуальная выставка. Здесь у нас стоят периодические издания по системе Брайля. Ну, весь фонд, да, по Брайлю здесь стоит. Ну, основные. Так. Пока стоят на коробках, поэтому я не хотела показывать. Сейчас, подожди-ка. Вот одну книжку покажу. Да. Какая? Так. В виде коробки сделано. И внутри находится тактильная книга. Здесь 3 сказки. Меккер, Бельсиветах, Дордулар. 2 сказки. Это другая книга. Ну, привод. Все эти книги деланы рукодельно. По всем параметрам, по всем стандартам тактильной книги. Не острые, все мягкие. Вот так. Вот тактильные книги можно одалживать на дом? Или их читают только в читальном зале? Да, это конкурсные книги, и спрашивают еще наши читатели. Да, это конкурсные книги. Некоторые из них... Это именно вот эта книга, конкурсная книга. Сейчас скажу, кто это сделал. Это коллективная работа. Название тактильной книги «Сорна Маллана Сторьялара Меккюэр». Составители, работники Верхневилюйской детской библиотеки. Семенова Антонина Алексеевна, Семенова Екатерина Револьевна, Захарова Майя Федоровна. Да, замечательная работа. Просто, да? Мы сами тоже делаем тактильные книги.
Вот покажу один из них. Огнева Ганса Христиана Андерсона. Угу. Видно, да? Да, да, Тоже видно рукодельное очень. издание. Угу. Ой. Ну, здесь также Сама идет. укрупненный шрифт и Угу. по Брайлю. По Брайлю тоже. Угу. Угу. Так, ну все, наверное, да? Или Да. еще что показать? Хотела Детский еще... центр сейчас у Да. нас пока На дом не могу выдаете показать. или нет? А? Тактильные Тактильные книги книги нет. На дом нет, да. нет, не даем. Это чтение Ага. внутри читального зала получается, да? Ага. Детского центра Сиплячок. Угу. Весь Ага. детский фонд у нас стоит в центре сразу же. И Ага. там же можно. Ага. Спасибо большое. Так, у нас еще есть немножко времени, да, дорогие зрители, спрашивайте, если у кого возникли вопросы. А мне еще раз вот поступил вот такой вопрос по аудиокнигам еще раз. Вот вы сказали, нужно отправить запрос, скачать приложение, да? И такое уточнение, это может сделать любой человек или только ну, вот человек с ОВЗ, дети или... Так, не любой. Если, ну, я говорила, да, ранее, еще раз скажу, если Да. вы инвалид по зрению, затрудняетесь к чтению плоскопечатных обычных книг. Вот, Мгм. например, не можете прочитать даже газету, обычные книги плоскопечатные, то, конечно, вы можете у нас быть читателем. Если вы работаете с инвалидами, ну, по работе с инвалидностью, да, ведете, то можете тоже стать нашим читателем. Инвалидов других категорий обслуживаем и их семей. Угу. Угу. Спасибо большое за уточнение. Так, Галина Михайловна, хотим вас еще раз поблагодарить за такую очень интересную и нужную беседу. Угу. А? Спасибо вам большое, что пригласили. Очень надеюсь, что да, мы тоже будем сотрудничать также и будем вести вот такие интересные прямые эфиры. И вот на этой ноте я хочу поблагодарить еще всех моих зрителей. И на этом мы завершаем наш прямой эфир. Еще раз повторюсь, если кто не успел задать вопросы, мы обязательно сохраним видео нашего прямого эфира и отдельно сделаем пост. И если у кого будут вопросы, пожалуйста, в комментариях задавайте, и мы их передадим Галине Михайловне и сделаем пост с вопросами. Спасибо большое и всем Спасибо, до свидания, до новых эфиров.